На Абаза ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. 15 из 19 действующих депутатов Сухумского горсобрания выдвинули свои кандидатуры на предстоящих выборах. 8 ноября в республике изберут новые органы местного самоуправления. Президент Бадра Гунба встретился с членами жюри конкурса «Музыка. Диалог без расстояний и границ». Выставкой картин завершился 9-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии». И начнем выборной темой. 19 октября завершились выдвижение и регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. Они пройдут во всех районах и в Сухуме 8 ноября. Гражданам предстоит избрать 161 депутата. С 23 октября до 2 ноября кандидаты смогут заниматься агитацией. Впервые в истории страны они примут участие в теледебатах. Депутатом, согласно законодательству Абхазии, может стать гражданин республики 25 лет и старше, дееспособный, не имеющий судимости и не отбывающий наказания, не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Депутаты в районные и городские собрания избираются на 4 года. По информации председателя Сухумской избирательной комиссии Алмаса Джапо, по столице выдвинут 41 кандидат в депутаты собрания города Сухум. В собрание столицы избираются 19 депутатов. 49 человек выдвинуты кандидатами в депутаты Гагарского районного собрания, сообщил председатель Гагарской районной избирательной комиссии Игорь Канджария. В собрание Гагарского района избирается 25 депутатов. По информации председателя Гудаутской районной избирательной комиссии Лаврентия Губас, 50 человек выдвинуты кандидатами в депутаты Гудаутского районного собрания. В собрание Гудаутского района избирается 29 депутатов. Председатель Ачимчирской районной избирательной комиссии Беслан Шинкуба сообщил Абснепресс, что в Ачимчирском районе выдвинуто 54 кандидата. В собрание Ачимчирского района избирается 32 депутата. 28 человек выдвинуто кандидатами в депутаты Сухумского районного собрания. По информации председателя Сухумской районной избирательной комиссии Аслана Квициня, в собрании Сухумского района избирается 15 депутатов. По информации председателя Тпарчалской районной избирательной комиссии Вахтанга Харчилава, всего кандидатами в депутаты Тпарчалского районного собрания выдвинут 21 кандидат. В собрании Тпарчалского района избирается 15 депутатов. Кандидатами в депутаты Гулрыбского районного собрания выдвинуты 30 человек. В собрании Гулрыбского района избирается 15 депутатов. 14 человек выдвинуты кандидатами в депутаты Галского районного собрания. По информации председателя Галской районной избирательной комиссии Джона Гулария, в собрании Галского района избирается 11 депутатов. Последнее заседание Сухумского городского собрания 7-го созыва состоялось в понедельник, 20 октября. На нем депутаты рассмотрели 3 вопроса, касающиеся изменений в бюджете города, в составе городской избирательной комиссии и в автомобильном движении по улице Воронова. Подробности у Марианны Котовой. Последнее заседание Сухумского городского собрания 7-го созыва началось со слов благодарности. Председатель Дмитрий Ося отметил, что за минувшие 5 лет им удалось совершить множество реформ в самом горсобрании, помочь множеству жителей столицы, а также заложить основы будущим преобразованиям. Он отметил, что, несмотря на разные точки зрения, депутаты были объединены общей целью – сделать Сухум более удобным, честным и предсказуемым для его жителей. На протяжении всей деятельности 7-го созыва мы старались быть максимально открытыми. У Сухумского городского собрания появился сайт информационно-коммуникационной сети интернет, в котором опубликованы отчеты, публиковались все решения Сухумского городского собрания. Мы завели официальные страницы в социальных сетях, в которых старались максимально подробно рассказывать о наших заседаниях, о том, как они проходили, какие решения на них были приняты. Мы по-прежнему считаем, что все, что должно и может быть публичным, должно оставаться именно таким. Да, не всегда приятно читать критику в свой адрес, но я уверен, что она полезна и честна по отношению к гражданам. Местные власти остаются для горожан самыми близкими.
от того, как работает дорога, поликлиника, детские сады, школы, транспорт, освещение на улицах, у людей складывается впечатление о доверии к власти в целом. И это очень важно подметить. В ходе заседания депутаты рассмотрели 3 вопроса. Первый касался изменений в бюджете столицы. Повышение зарплат отдельным категориям учителей требует корректировки бюджета. Кабинет министров принял постановление об выделении дополнительных ежемесячных доплат преподавателям абхазского языка и литературы, преподавателям русского языка и литературы и отдельно еще классным руководителям. То есть, если раньше преподаватели абхазского языка получали 1000 рублей доплату за счет местного бюджета, опять-таки это мы городской бюджет вытягивали, сейчас будет получать 6000, точно 5000 надо увеличить нам доплату преподавателям абхазского языка. Также преподавателям русского языка и литературы на 5000 увеличивается доплата, ее раньше не было, значит 5000 рублей надо будет оплачивать. И также за классное руководство раньше мы платили за счет местного бюджета 800 рублей, сейчас будет 1800 рублей, то есть на 1000 рублей надо увеличить тоже. Это все будет платиться, значит, абхазский язык и литература и классное руководство преподавателей будут получать за счет нашего бюджета местного, русский язык и литература преподаватели будут получать, там написали мы дальше, за счет субвенции с республиканского бюджета. Изменения в бюджете требуют и рост зарплат медикам. К нам обратилось Министерство финансов, у них в планах есть увеличить до конца года сумму субсидий на 28 миллионов 242 тысячи рублей, 28 миллионов 424 тысячи рублей для увеличения зарплаты по социальному блоку. Но в этом году мы только будем поднимать здравоохранение. Планируем так поднять работникам, врачам, среднему медперсоналу и младшему персоналу. Эта сумма не такая большая, там может быть несущественный будет рост зарплаты в этом году. Но эту сумму они нам прислали, но они планируют нам, соответственно, мы должны с вами это как бы отразить в нашем местном бюджете. Кроме того, администрация Сухума приобрела новую новогоднюю елку. По словам Алхаса Лагвилавы, сейчас она находится в России, но в ближайшее время будет доставлена в Сухум. На ее оформление запрошены и одобрены дополнительные средства из городского бюджета на 2025 год. Мы закладывали в бюджет, что мы приобрели большую елку в этом году. Она уже идет, уже в принципе она находится на территории России, скоро ее сюда завезут. Но, соответственно, ее надо немножко приукрасить. То, что у нас есть, нам на нее не хватает. И поэтому мы дополнительно просим вот эти деньги, чтобы мы ее могли, чтобы горожанам порадовать, как говорится, на Новый год. Депутаты единогласно проголосовали за изменения в бюджете столицы и также поддержали изменения в составе городской избирательной комиссии. Кроме того, председатель городской избирательной комиссии Алмаз Джапо сообщил, что 15 из 19 действующих депутатов Сухумского городского собрания выдвинули свои кандидатуры на предстоящих выборах. Он рассказал присутствующим, что с 21 октября на телеканале Абаза ТВ стартуют предвыборные дебаты. Такой практики в истории выборов местное самоуправление еще не было. С завтрашнего дня начинается на телеканале Абаза телеэфир, и вы сможете последовательно увидеть все участки и всех кандидатов, которые представлены значит, в избирательном процессе. И, конечно, мы будем последовать. Завтра будет округ номер 1, с него начнем, очевидно, и телезрители, и горожане смогут наблюдать своих кандидатов в течение этого периода на телеэкранах, могут ознакомиться с их программами и с ними самими. Также в ходе последнего заседания 7-го созыва Сухумского городского собрания была закреплена норма о двустороннем движении по улице Воронова в промежутке от улицы Ардзинба. Рассмотрев 3 вопроса, большинство депутатов ушли готовиться к выборам, которые пройдут 8 ноября. Марьяна Котова, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. А в эфире Абаза ТВ во вторник, 21 октября в 12:30 стартует проект «Теледебаты» с кандидатами в собрание города Сухум в прямом эфире. Проект реализуется при содействии Сухумской избирательной комиссии.
Откроют телебеседы в прямом эфире кандидаты в депутаты от столичного округа номер 1 Дауд Хишба и Нал Тужба. Запись прямого эфира вы сможете посмотреть в 20:00. Ведущая первого эфира, корреспондент Абаза ТВ Марианна Котова. Отметим, что в связи с тем, что в ближайшие 10 дней в нашем эфире будет работать проект с кандидатами в собрание города Сухум в прямом эфире, выпуск «Время новостей» будет выходить только в вечернее время. Президент Бадра Гунба встретился с членами жюри конкурса «Музыка. Диалог без расстояния и границ». Глава государства встретился с народной артисткой Абхазии, заслуженной артисткой России, председателем жюри и художественным руководителем 4-го международного музыкального конкурса лаборатории «Музыка. Диалог без границ расстояний» Алисой Гицба, заслуженным артистом России, народным артистом Башкортостана Аскаром Абдрзаковым, художественным руководителем и главным дирижером Самарского театра оперы и балета Евгением Хохловым. Приветствую вас, Алиса Шаловна, приветствую вас, дорогие наши друзья. Для нас очень важно сохранять очень теплые, братские, культурные, духовные связи с народами Российской Федерации. И, конечно же, вы являетесь теми, кто объединяет нас, наши страны. И, конечно же, я не могу не сказать о нашей соотечественнице Алисе Шаловне, человек, который сделал очень многое для насыщения, наполнения наших взаимоотношений в области культуры. И в этом смысле есть те люди, которыми мы можем гордиться. Позвольте вас еще раз поприветствовать и сказать слова благодарности за все, что вы делаете в рамках нашего культурного взаимодействия. Вот я очень рада тому, что вы нас сегодня здесь приняли, оказали нам такой теплый прием. И хочу поблагодарить наше Министерство культуры и вас лично за то, что вы всегда поддерживаете наш проект, который разрастается с каждым годом. Наш главный девиз нашего конкурса лаборатории – музыка, диалог без границ и расстояний. Поэтому мы все для этого делаем, чтобы это лишний раз подтвердить. Спасибо вам огромное. Я с огромным удовольствием хочу вас поздравить с тем, что вы являетесь президентом прекрасной республики Абхазия. И для меня тем более очень гордо нести звание заслуженного артиста. Спасибо вам за доверие. Я хочу поблагодарить нашу прекрасную Алису Гицба, которая действительно объединяет. И действительно, знаете, когда мы вместе, мы сила, безусловно. И без такой вот, скажем, духовной составляющей мы не можем жить друг без друга. И поэтому спасибо за прием, за отношения, за то, что, так сказать, мы все в созидании находимся. Поэтому сердечное вам спасибо. И большой привет, конечно, от Ради Фаридовича. Спасибо вам большое за приглашение, за прием. Я первый раз в нашей прекрасной республике, и это, впечатления мои только начинаются. Но хочу сказать, что даже то, что удалось увидеть за этот день, это красота, это очень отзывчивые люди. И что очень приятно, очень благодарен Алисе Шаловне за приглашение принять участие в этом международном конкурсе, потому что действительно музыка и оперное искусство, вообще искусство вокальное, это по-настоящему то, что объединяет народы. И у нас международный конкурс, у нас много иностранцев, это здорово. Я думаю, что это будет количество только умножаться. И я думаю, что это тот вот международный язык, который всем понятен. И для меня большая честь быть в команде с такими профессионалами. Новые номинации появились в этом году в конкурсе лаборатории Алисы Гицба «Музыка. Диалог без расстояния и границ». И они пользуются большой популярностью, рассказала на пресс-конференции в «Спутник» народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гицба. Речь идет о номинациях «Камерное вокальное исполнительство» и «Искусство аккомпанемента». Мы
И решили в этом году добавить эту номинацию, и эта номинация пользуется большим интересом. Поэтому вот с завтрашнего дня у нас будет номинация «Камерное пение». Послезавтра, 21 числа, у нас состоится прослушивание номинации «Искусство аккомпанемента». А в среду, в этом году впервые, третий тур проходит с оркестром. Это значит, в среду будут наши оперные певцы выступать с оркестром, сводный оркестр Краснодар-Сухум. И в четверг мы вас всех пригласим на закрытие нашего конкурса, на торжественную церемонию награждения и гала-концерт, который состоится в Сухумской филармонии в 17:00. Вход свободный. Уровень конкурса лаборатории Алисы Гицбо очень высок и растет с каждым годом, подчеркнула во время пресс-конференции в «Спутник» телеведущая и продюсер Виктория Фернандес. Она отметила, что расширяется и география конкурса. В этом году в нем участвуют артисты из Латинской Америки. Уровень очень высокий. Уровень очень высокий. На самом деле с каждым годом чувствуется, что конкурс растет, конкурс развивается вообще в необыкновенной форме. И для меня лично мне очень приятно, что конкурс развивается также в международном плане, потому что в этом году участвуют ребята из Латинской Америки. На мой взгляд, это большая редкость. На конкурсах вообще в России очень мало делается пропаганды, чтобы участвовали молодые исполнители из других стран, тем более из Латинской Америки. И как раз тут у нас появилась такая возможность, и участвовали довольно-таки интересные конкурсанты. Кажется, одна из них даже приедет из Никарагуа, будет на третьем туре участвовать. Поэтому на самом деле очень интересно. Что нужно музыканту? Ну, во-первых, просто иметь открытое совершенно мышление, быть открытым ко всему новому, иметь желание постоянно учиться, иметь желание постоянно что-то познавать. Учить языки, это моя тема больная, учить языки, учить стили. Очень много что нужно. Одного голоса, к сожалению, на сегодняшний момент недостаточно. Если, может быть, раньше, в другой, может быть, в 20 веке как-то голос, он себя оправдывал, на сегодняшний момент мы живем совершенно в другом мире, более визуальном, скажем, более материальном тоже. И даже академическое пение, оно тоже меняется, оно подстраивается под эпоху. Конкурс лаборатория Алисы Гицбо «Музыка, диалог без расстояния и границ» приобретает большую силу, считает заслуженный артист России, худрук театра оперы и балета Башкортостана Аскар Абдразаков. Знаете, участие любого рода жюри, конкурса, а особенно, так сказать, братской святой земли Абхазии, для меня огромная честь всегда, потому что братский народ, и для нас дружба между народами, а тем более такое культурное взаимопонимание, отношение к искусству, оно всегда дает, знаете, дружеское взаимопонимание. Что касаемо конкурса, каждый конкурс – это, я считаю, очередная ступень к достижению всего самого высшего. Это как на Олимпийских играх, только вокальных Олимпийских играх, понимаете? Кто лучше, кто выше. Да, оценка жюри – это это считается одной из самых таких почитаемых среди конкурса отношений к этому вокалисту, к этому музыканту, который выходит на сцену. Безусловно, конкурс приобретает большую силу. Уже это 4-й конкурс. И для меня, я впервые участвую в этом конкурсе, и я чувствую, насколько заряжена атмосфера самих участников, потому что борьба такая серьезная, что каждый борется за каждый выход на сцену. Для меня существенно это видно, как ребята готовятся, насколько они волнительны, насколько они трепетно относятся к каждому произведению. Да, не все получается, безусловно, все мы живые люди, имеем право на ошибку, но никто этого не допускает. Кто-то лучше поет, кто-то хуже, на то это и конкурс, но тем самым, поскольку я сам бывший конкурсант, когда-то участвовал в конкурсах, понимаю, что
выйти, вынести то произведение, которое ты хочешь показать, всегда очень сложно. Рабочая встреча министра иностранных дел Олега Барцыц с послом по особым поручениям МИД Абхазии Айзеком Кумиссина состоялась 20 октября. В ней также принял участие замминистра Ираклий Тужба. Олег Барцыц подчеркнул необходимость разработки дорожной карты совместной работы, а также определения приоритетных направлений в деятельности Айзека Кумиссина. Речь шла также о практических и технических аспектах работы Кумиссина в странах Африки. Рассмотрев ключевые направления в деятельности посла по особым поручениям, участники встречи подчеркнули важность продолжения активного взаимодействия. На КПП ПСО прошло совещание по вопросам экспорта цитрусовых культур урожая 2025 года. Во исполнении поручения президента от 10 октября контроль над ситуацией ведется службой государственной безопасности. Глава СГБ Дмитрий Дбар сообщил, что первая оперативная группа службы госбезопасности заступит на дежурство уже 23 октября. Подтверждаю готовность проведения межведомственного совещания. Докладывает полковник Акулов. По поручению президента, которое было 10 октября, усилить контроль в сфере экспорта цитрусовых, мною было сегодня собрано совещание на посту ПСО, где были даны поручения о том, чтобы усилить контроль. С 23 числа оперативная группа заступит уже на пост ПСО, который будет осуществлять со всеми службами координацию и который будет контролировать данный процесс для того, чтобы полностью искоренить все поборы на государственной границе, чтобы наши граждане спокойно могли перевозить цитрусы и реализовывать их в дальнейшем в Российской Федерации. Для Республики Абхазия данный сезон очень важен. Это заработок наших граждан. И поэтому президент дал поручение для того, чтобы усилить контроль. Мы сделаем все для того, чтобы выполнить его поручение. За последние 3 недели из Абхазии в новые регионы России для нужд бойцов специальной военной операции отправлены коптеры, табачные изделия, маскировочные сети, нательное белье, медикаменты, питьевая вода, средства личной гигиены и многое другое. Об этом сообщил Вадим Мироненко, руководитель единого штаба помощи Донбассу в Абхазии. Для гражданского населения отправили большую партию бутилированной воды, также отправлены адресные посылки для членов организации «Доброволец», находящихся на передовой. Делегация волонтерской роты Абхазии, возглавляемая руководителем общественного движения за патриотическое воспитание молодежи Ренатой Авицба, представила нашу республику на 7-м съезде волонтерской роты в Москве. В этом году Абхазия впервые приняла участие в этом событии, что стало важной площадкой для обмена знаниями и опытом в области патриотического воспитания молодежи и развития международных отношений России и Абхазии. Руководитель волонтерской роты Станислав Кузьменко дал комментарий ТАСС о работе абхазского отделения, подчеркивая его значимость и потенциал для дальнейшего развития волонтерского движения в стране и развития двусторонних отношений. В этом году у нас открылось отделение волонтерской роты в Республике Абхазия. Это большое дело для нас, потому что мы хотим заниматься международным сотрудничеством, заниматься работой с дружественными нам странами. Ребята из волонтерской роты Абхазии уже проводят там патриотические мероприятия, в том числе проводили бессмертный полк, проводили разные массовые мероприятия, флешмобы, и занимаются тоже проектами, которые сохраняют историческую память. Пусть в Абхазии не было таких глобальных боев там, по Великой Отечественной войне, но большое количество абхазов отдали свою жизнь и в годы Великой Отечественной войны, и сейчас воюют в зоне специальной военной операции. Мы очень благодарны этому народу и всячески стараемся налаживать с ними дружеские взаимоотношения. Сотрудники СГБ Абхазии задержали находящегося в международном розыске 35-летнего гражданина Турции Такачи Сержана, сообщили в ведомстве.
Службой государственной безопасности Республики Абхазия при силовом сопровождении сотрудников Центра специального назначения Службы госбезопасности 16 октября в городе Сухум был задержан гражданин Республики Турции Токач Сержан, 1990 года рождения, находящийся в международном розыске по линии Интерпол с красным уведомлением, согласно которому указанный подлежит аресту и экстрадиции на территорию страны-заявителя. Установлено, что Токач Сержан является лидером турецкой организованной преступной группы, которая специализируется на осуществлении заказных убийств, вымогательств путем шантажа и насилия, как на территории Турции, так и за ее пределами. По имеющейся оперативной информации, задержанный прибыл в Республику Абхазия незаконным путем в обход установленных пунктов пропуска по реке Ингур с целью скрыться от уголовного преследования. Задержанный доставлен в здание службы госбезопасности. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. Новости культуры. Абхазский театр удостоился наград в 3 номинациях на международном театральном фестивале «Южная сцена». Это лучший актерский ансамбль, за лучшее прочтение национальной драматургии и лучшая мужская роль второго плана. Заслуженный артист Абхазии Даур Аруха. Напомним, что на международном фестивале «Южная сцена» Абхазский театр показал спектакль «Асду» по произведению Алексея Гогуа в постановке заслуженной артистки Абхазии Мадины Аргун. Выставкой картин завершился 9-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии». Около 60 участников в течение предыдущей недели писали с натуры виды Абхазии. Работали в Сухуме, Новом Афоне, Нарице. Финальную экспозицию отобрали около 70 лучших работ и презентовали их в Абхазском государственном университете. Подробнее Надежда Боровикова. 9-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» подводит итоги и по традиции завершается выставкой написанных в рамках фестиваля картин. С успешным завершением арт-пленэра организаторов и участников поздравил проректор Абхазского госуниверситета Максим Гвинджия. По поручению нашего любимого ректора Олега Алексеевича Горамия я хочу передать большой привет и поздравления с этим удавшимся 9-м арт-пленэром. Я хочу поблагодарить Нугзара Чичковича за его неустанный труд по проведению этих арт-пленэров. Поверьте, это очень трудная, подготовительная, организационная работа. И я считаю, что Нугзар Чичкович всегда справляется с ней на отлично. А особенно вот в этот раз. И предыдущие арт-пленэры были полны яркими картинами. Но в этот раз я вот посмотрел, и я увидел много особенных картин, где запечатлены очень такие особенные краски, нотки. Мы, Олег Алексеевич, все руководство университета, мы следили за погодой, очень переживали, чтобы у вас все прошло хорошо. В этом году гостями арт-пленэра стали художники из Москвы, Перми, Новосибирска, Цхинвала и Владикавказа. Почти все они давние друзья фестиваля. Приняв приглашение однажды, с радостью приезжают снова. Собственно, это не первый мой приезд сюда, да, какой-то вот, ранние выезды тоже были. Я всякий раз открываю по-новому вот эту вот невероятную страну души, чудес и солнца. Это общение, это прежде всего общение, потому это самое живое, что может быть. И, естественно, это когда ты сливаешься с природой, море. Я первый день вообще ничего не могла делать, я просто вот сидела и восхищалась морем, тишиной, пением, вот что-то такое, вот было слияние, созерцание. Я, знаете, сейчас могу сказать, может быть, чуть неправильную вещь, но рост колоссальный. Я посмотрела работы студентов, я посмотрела работы педагогов, очень это помогает. И мы развиваемся тоже, потому что вот такой симбиоз, мы как бы вот дополняем друг друга, и мы открываемся друг другу. Это очень круто. Художница, преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна Абхазского госуниверситета Мактина Гоге является координатором международного арт-пленэра «Краски осени Абхазии» с момента его основания в 2013 году. Во-первых, мы начинаем с конференции, потом есть мастер-классы, проведение площадки, арт-площадки, на которой проходятся беседы, обсуждения, встречи по разным направлениям профессий. И вот поэтому мы можем сказать, что наш проект
очень многогранный, и он непосредственно связан с учебным таким образовательным процессом, который базируется на обмене опытом между профессионалами и ребятами, которые обучаются. Работы студентов представлены на втором этаже. Из-за того, что в арт-пленэре участвуют не только студенты отделения живопись, но и графические дизайнеры и будущие художники по костюмам, экспозиция получается максимально разнообразной. У каждого свое восприятие, свой стиль и свои материалы. Есть здесь и масло, и акварель, и гуашь, и даже простой графит. Вот в этих работах это Казанджи углы. Самира, она хорошая очень студентка. И, кстати, графический дизайн. Вот здесь, понимаете, вот немножко стиль такой архитектурный. То есть вот манера показать сооружение и как бы с акварельными красками показать какие-то объемы. Ну, это вот своя специфика какая-то. Вот в этих работах тут уже другая специфика. Тут вы видите, человек работал черно-белыми красками, и тоже такая архитектурность, такая архитектурная композиция создана. Видно, хорошая рука очень, такая манера хорошая, интересная. И, ну вот, например, вот эти работы, да, тут, вы знаете, именно что интересно, что у каждого студента свой подход. Он какие-то близкие для него мотивы использует, но мы не можем чисто сказать, что это пленэр, но это мотив на то, что они как бы видели, да. Тут такая экспрессия какая-то, работа черно-белыми красками. Международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» стал детищем объединения независимых художников «Апсны-Арт». За прошедшие с тех пор 12 лет вырос и арт-пленэр, и объединение художников, и факультет искусств Абхазского госуниверситета. Большой вклад в этот рост внес своим трудом и талантом художник, декан факультета искусств АГУ Нукзар Логуа. Это все-таки направлено на молодежь, нацелено на молодежь, на подрастающее поколение. Я считаю, что как раз арт-пленэр послужило поводом последующим в Абхазском университете, чтобы мы могли открыть факультет искусств. А сегодня до открытия факультета только вот изобразительное направление было у нас. Сейчас 10 направлений, профессиональных направлений в нашем факультете искусств, в университете. Это как раз-таки базовым источником является наш международный. Это абсолютно все отмечают арт-пленэр «Краски осени Абхазии». Конечно, я хочу поблагодарить всех наших коллег, наших друзей, наших руководителей, которые все эти годы помогали и помогают. И, конечно, незаменимый наш ректор Олег Алексеевич Гварамия. Это низкий поклон ему, и благодаря ему мы подобного рода мероприятия проводим ежегодно. Часть картин, созданных в рамках арт-пленэра, ежегодно передают в дар Национальной картинной галереи Абхазии. Часть работ приглашенные художники увозят с собой и включают в свои авторские выставки, знакомя таким образом иностранного зрителя с Абхазией. Но основной архив по итогам 9 фестивалей хранится на факультете искусств АГУ и, вероятно, будет презентован в следующем году в рамках 10-го юбилейного арт-пленэра. Надежда Боровикова, Сосрыква Гуха, Абазатан. Люди и даты. 20 октября 1916 года родился Шалва Иналыпа, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Абхазии, член Союза писателей СССР, лауреат Госпремии имени Гулия, депутат Верховного Совета Абхазской ССР 7 и 8 созывов. Иналыпа – автор более 100 научных работ, которые отразили самые актуальные вопросы абхазоведения. Он занимался исследованиями в области этнографии, истории, фольклористики, а также литературоведения и литературной критики. Главным направлением его научной деятельности были этногенез и этническая история абхазского народа. Многие материалы ученого по этногенезу и этнокультурным связям и параллелям с соседними и дальними народами, над которыми он работал не один десяток лет и готовил к изданию, сгорели во время сожжения института в 1992 Иналыпа является автором раздела «Абхазы» в серии «Народы мира», а также статей «Абхазская литература», «Абхазская послевоенная поэзия» и «Абхазская послевоенная проза» для шеститомной истории советской многонациональной литературы. В 2007 году в Абиги впервые проходят иналыповские чтения.
خرا حرخوت هاي بشرة خحنر دري داي بشرة حس بخزون أبري في قوي بشرة حنا مردر زر ناس هذا جبرك يا حسب الله حسب سوجا أريبش أبس نطرخ خشك حمدلوي أبس ومزريبش الخرم قدت يحاي لحقا وحلا قد أبس وجمع يحاي لحقا وحلا قد الحسكيانا قد شكوه وتسرى أبس ورا أيكر خرزة خميق زروا أو سورة تخو حرزين حمم ده شكال أخنا وقارم حرزين حمم شبجان زا حيرت حلا يناتشر الزين حمم حرام إزبان أبزر هاي بشرقلان زجيم а проблема ква целерема мист вожу вот а проблема ква я не речу им тханти рецлай. После выпуска новостей смотрите цикл интервью Шалвы и Налыпа из архива Абаза ТВ. На Абзыбском хребте завершилась экспедиция Российского союза спелеологов. Ее участники 20 дней исследовали пещеры, куда более 50 лет не ступала нога человека, рассказал в эфире «Спутник» руководитель экспедиции Сергей Левашов. По его словам, спуск в пещеры можно сравнить с исследованием океана. Это совершенно иной мир, где действуют другие законы. Руководитель экспедиции также подчеркнул, что Абхазия – один из важнейших карстовых регионов планеты. Интерес к ее подземному миру растет, потенциал пещер огромен как для науки, так и для развития туризма. Президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава поучаствовали в охоте на перепела. Сезон в Абхазии начинается 15 августа и завершается 20 октября. Гунба отметил, что абхазский народ издревле занимался охотой. Он подчеркнул богатство природы Абхазии и то, что ее необходимо беречь. Те, кто близок к природе, те, кто ведет себя бережно по отношению к ней, никогда не испортятся. Их отношение к людям и к природе будет иным. Природа воспитывает человека, подчеркнул президент. شمتاني قلص شان شاباتي قدرحون وبريه باشو سير حزومز ونوق الروية قبزيرة يزكي بزيو هاتشنر رزقي بزيو بس شوقو خمي بكشاب سوچي نوك زالا جيرتون يراي نزبتوها عم تغو وبري نزبتوها عم توب حبكي خون نزاحكو عشرة سرا زيو از خلای زیو سباري وي مدوبي جيب خشدي بازو تبي خزب ذات خاص شرا خطاله ويوكي حسب استازار في شنتوي بسبارة بربسنا وخب شزر بسبارة لداري بيو شتارلا داري بيو أتبقى أتفنر بزيو استرزقو رتروب إخا أبسوا يز يادزز دخنت تزالا جيتشتس يبارت خرد دشتوكي زيب شاو دزبانك زر بس حبسبارة بيو حبسبارة يزايبو حبسبارة يزخوت نسخومي قزقو سبويانا قد دنيخانجي تبخست خرنجي دقم يري خدشيجي
аварзнейшо, абсабарзнейшо, уйдчикалы. Убри, загуб хаизис. Как часто вообще вы ходите на сезон на поле, удается выходить? Стараемся вообще не пропускать, если нету никаких мероприятий или отъездов куда-то, практически каждый день, как начинается открытие сезона и до конца. Мы проходим порядка, у меня телефон, там шагомер, как и у всех, показывает где-то около 4-4,5 километров мы проходим во время охоты. Конечно, набираешься бодрости, уже полон энергии, приступаешь к рабочим будням, так сказать. Певица из Абхазии Валерия Делба выступила в шоу «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия». Она исполнила песню Анжелики Варум «Сумасшедшая». Делба не прошла в полуфинал. Ей необходимо было набрать 89 из 100 голосов жюри. Она сумела набрать 88. Эксперты Алсу, Сергей Лазарев и Николай Басков отметили ее хорошие вокальные данные и волнение. Дали советы по подбору репертуара. Валерии Делбе 21 год. Она родилась в Сухуме, окончила Московский государственный институт культуры. В этом году поступила в него на магистратуру. В душе огонь, в душе война, слепой любви и гордости сумасшедшая. Вслед за ним босиком по стеклу. Больно, больно, но я бегу, за ним бегу, сумасшедшая. И тесно в этой песне, тесно. За ним раскаленный огонь, раны солью. Но я за ним, я бегу, без него не могу все забыть. В мечтах укрыться, просто жить и раствориться в городе. И на любви табу. Но весок опять пронзит его звонок. Я не усвоила урок и вновь бегу, за ним бегу, сумасшедшая. Вслед за ним босиком по стеклу. Больно, больно, но я бегу, за ним бегу, сумасшедшая. И сейчас несколько слов о погоде. Во вторник, 21 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 13 до 18 градусов. Температура морской воды 19 градусов, волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 90%. И на этом выпуск новостей на Абаза ТВ завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.